Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши хорошие комментарии, за ваши добрые слова и за ваши лайки. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. События, которые навсегда поменяют вашу жизнь. Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о своих мечтах, планах, надеждах, о том, что вас волнует, о том, что вас интересует. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие события навсегда изменят мою жизнь? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какие события навсегда изменят вашу жизнь. Какие события навсегда изменят вашу жизнь? Да. Смотрите, тут не только события, тут еще и несколько людей. Несколько людей, которые будут менять вашу жизнь. Так, начну я с основного. Здесь по событиям вам придется, мои дорогие, столкнуться со своими страхами. Прям воочию, прям лицом к лицу. Вот какие-то есть у вас страхи, комплексы и сомнения. И будет такая ситуация, когда от вас потребуется максимально стойко, жестко и конкретно себя обозначить в этом мире и побороться за себя. Первый раз в жизни, наверное, будете бороться за себя. Не за кого-то, не за что-то, а именно за себя. Показать свои сильные стороны. А ваши сильные стороны — это не только ваш острый ум, но и ваша мудрость, ваша смекалка и ваше умение говорить. Вот кто-то сейчас смотрит меня и скажет: нет. Ох, нет, я вообще не умею, я там робкого десятка, я не то чтобы там красиво говорить, я вообще стесняюсь лишний раз слово сказать. Мои дорогие, заставит вас жизнь, судьба заставит, просто в прямом смысле слова заставит вот такой вот птичкой выйти, выкатить вперед грудь и о себе на весь мир заявить. Понимаете, вот такой момент происходит. Благодаря вот этой ситуации у вас сразу же, смотрите, по работе, по каким-то рабочим вопросам, по рабочим начинаниям идут перемены. Перемены конкретные. Здесь, я не знаю, то ли повышение пойдет, то ли прибавка к зарплате, то ли вы вообще меняете сферу деятельности, и вы вот прям добиваетесь результата, то, что надо, как говорится, самого прекрасного результата вы добиваетесь. Так, вот. Мои дорогие, то есть вы сами не хотите меняться, и высшие силы просто вас будут принуждать. В принудительном порядке вас будут, скажем так, делать и сильной, и мощной, и человеком, который может ставить цели и может к ним идти, и свое, скажем так, не упустит. И это замечательно. То есть здесь перемена будет налицо. Благодаря этому свойству, которое вы приобретете, откроете в себе, оно у вас уже есть, просто оно, скажем так, у нас дремает. Благодаря этому вы, понимаете, откроете очень много дверей. Очень, любая дверь, которая вам, скажем так, встретится будет на вашем пути, для вас будет очень легко, скажем так, досягаемо. Вы сможете куда надо зайти, что надо спросить, что надо сделать, и то, что ваше, получить. Понимаете, без стеснения можете попросить, сказать: вот это мое, это должно быть мое, это по праву мое. То есть вот такие моменты, как говорится, бойцовская хватка, вас будут высшие силы к этому подталкивать. И знаете, сначала я вижу, что вы такими маленькими робкими шагами идете, а потом вам так понравится, вы еще в такой азарт войдете. И знаете, у вас прям, как говорится, как попрет, и будет все прекрасно. Так, следующий момент. Какое событие еще
повлияет на вас и навсегда изменит вашу жизнь. Ну, во-первых, отказ. Отказ от каких-то мучительных либо мыслей, либо отношений. Не знаю, здесь момент какого-то абьюзера, человека, который трепет просто нервы. Знаете, еще раз, вот смотрите, либо этот человек сейчас с вами находится, либо этот человек с вами когда-то находился, да, и сколько бы, например, там времени не прошло, а воспоминания, они вот как вот сейчас, да, и человек поранил вас, поранил сердце, поранил душу, и сколько бы времени не проходило, вот эти раны, они не затягиваются, они кровоточат. Вот такой момент происходит. Вам нужно обрывать вот эту пуповину, да, обрывать вот эту связь, вот эти болезненные нитки, да, которые вас вот связали с этим человеком, знаете, как будто бы из сердца, из вашего тянутся. Вот это все нужно рвать, понимаете, рвать, закрывать, обрезать, вот как хотите, уходить от этой ситуации. Потому что эта ситуация, она трагична, она не позволяет чему-то новому, хорошему, положительному войти в вашу жизнь. Потому что вы себя вот, знаете, вот так обмотали вот какими-то вот тряпками, узлами, бантами, цепями, вот кто чем, да. И вам тяжело. Если человек сейчас в вашей жизни находится, да, то мучает. Мучает, заставляет вас переживать, вы уже там места себе не находитесь. Кто-то думает, что а может со мной что-то не так, да, мало ли как оно в жизни бывает. Мои дорогие, тут и самооценка пошла вниз, и вера в себя, в свои силы, в возможности, в любовь и в счастье. Она просто уже практически потеряна. Поэтому еще раз призываю и говорю вам, что это нужно делать как можно скорее, но вижу, что это произойдет даже вот без вашего участия, само собой. Либо человек уже просто перейдет все грани дозволенного, и чаша терпения просто лопнет, вот просто лопнет, да, и рассыпется на части. Либо вы, знаете, вот такой момент, что вы просто разозлитесь, скажете, ну какого я столько времени трачу на человека, который даже не рядом со мной, где-то находится, там живет себе, гуляет, живет какой-то счастливой жизнью, припеваючи, да, и просто обрубите раз и навсегда. Вот этот момент я тоже вижу. И знаете, вообще в целом вот этот песок, от него веет силой человека, который решил жить, несмотря ни на что, несмотря ни на кого, жить счастливой жизнью. И это самое замечательное, что в принципе, да, можно здесь и рассмотреть, и почувствовать. Так, смотрите, здесь еще у вас слон, который вверх поднял хобот. Вверх поднял хобот, и это достаток, это хорошая счастливая жизнь, это вот ресурсность. Этот слон, этого слона к вам гонит человек. Видите, к вам гонит человек этого слона. То есть, скорее всего, будут вам предлагать какие-то возможности, какие-то варианты. И это все к вам придет от другого человека. Это, скорее всего, либо мужчина, либо женщина чем-то похожа на мужчину. То есть, может быть, там короткая стрижка, либо она такая, знаете, вот, ну, там, не знаю, не пользуется косметикой, либо такая брутальная, как мужчина, да, вот такая женщина, она вам будет предлагать какие-то очень хорошие, дельные там слова, дела, и благодаря ей вы добьетесь, кстати, того, что у вас будет очень хороший денежный поток, такой, знаете, неиссякаемый поток, и почувствуете себя очень-очень даже и хорошо. Так, следующий момент – это дом. Дом, тут, ну, не знаю, тут мне постоянно, вот я заметила из гадания какой-то переезд постоянно идет. То есть либо один и тот же человек постоянно меня смотрит, которому переезд по судьбе, либо вы действительно, мои дорогие, будете менять свою жизнь. Здесь новый какой-то прекрасный дом, красивый, не знаю, какой-то необычный, то ли он свеже отремонтированный, то ли он только свежий, скажем так, построенный. Новое жилье, либо вы какой-то ремонтик проведете, причем такой капитальненький. Новое жилье и новые возможности. Вот на новом месте как будто бы вы, не знаю, тут какой-то приток энергии, это место ваше, это ваш дом, он станет вашим центром вселенной, вашим центром силы, понимаете, вот сроднение какое-то с домом идет, да, например, вы живете в доме, вы там что-то поделали в нем, да, ремонтик сделали, и ваш дом вас благодарит за это, да, либо вы переехали в новый дом, а он вам идеально энергетически подходит, и вот оно, вот счастье, когда вы на своем месте, вернее, в месте своей силы находитесь, вот это замечательно. Так, какие еще события? Ну, здесь события связаны, смотрите, тут бабочка. Бабочка это у нас такая, знаете, какая-то
ситуация какого-то, не знаю, флирта, легких каких-то моментов, когда может быть какие-то случайные связи, яркие, горячие связи, но они случайные. Вот этот момент, он, конечно, не для всех, он может быть выборочный. Тут либо именно действительно будет какая-то легкая связь интимного характера, либо вам захочется такого. То есть человек, женщина, мужчина вот захочется любить, захочется жить, захочется блистать. Вот именно момент «я хочу блистать», чтобы глаза горели, чтобы желание было себя показать, да, других посмотреть. Знаете, вот человек просто менять себя. Тут изменения и во внешности могут быть, и во внутреннем состоянии. У кого-то вообще комбо происходит. То есть человек как будто бы совершенно другим становится. Мало того, тут еще хвостик у нас такой, да, человек исполняет свои мечты. То есть, например, вы давно хотели там перекрасить волосы, да, в какой-то такой радикальный цвет, и вы наконец-таки решаетесь и это делаете. Когда вы это делаете, вы видите, как это прекрасно, вы чувствуете себя, ну, на высоте, да. Либо там мужчина там, не знаю, хотел там подкачаться, да, он идет там в спортивный зал, он работает, трудится, да, выходит там красавцем, Аполлоном, все женщины просто там штабелями падают, все там в диком восторге, человек доволен собой. Понимаете, вот такие моменты, вот именно человек себя прокачает и апгрейдит в прямом смысле слова, и это замечательно будет. Это тоже поменяет, как и вашу жизнь. Почему? Потому что у вас глаза по-другому будут смотреть на мир, и вы будете чувствовать себя одним из украшений этого мира, да, не то, что вы там все вас там гнобят, да, последнее место, а именно вы украшаете собой этот мир. Вот такой момент гордости за себя, радости от жизни. Это замечательно. Смотрите, вот еще вы, как человек, который забросит удочку. Вы забросите удочку и поймаете что-то очень такое ценное и важное. Причем за один раз вы поймаете сразу несколько ситуаций, которые на вас очень сильно повлияют. Во-первых, вы поймаете какую-то удачную дорогу. Дорогу счастья, дорогу достижений, дорогу, которая поможет вам, скажем так, поменять свою жизнь и поменять свою судьбу. Мало того, здесь вы еще ловите человека, который, скажем так, либо станет вашим любимым человеком, либо станет вашим самым лучшим другом. То есть вы вот просто вот сами вылавливаете вот такие события для себя. То есть вода какая-то мутная, конечно, но вы, несмотря на то, что вода мутная, вылавливаете прекрасные обстоятельства и прекрасные моменты для себя, для своей жизни, для своего будущего. То есть тот момент, когда не вас выбирают, да, а именно вы выбираете, куда пойду, куда поеду, с кем я буду, какой человек мне нужен. Да, вот такой момент происходит. Это замечательно. Следующее. Здесь два человека, которые объединяются под крыльями ангела. Понимаете, тут как будто бы сговор происходит между духами рода. Это такое событие, оно, конечно, немножечко сакральное, мистическое, но тем не менее. С одной стороны крыло ангела, и с другой стороны крыло ангела. И эти крылья, они двух людей вместе вот сталкивают в одну дорогу, в один союз. То есть следующий ваш партнер, следующий ваш, скажем так, любимый человек, муж, жена, да, просто друг, может быть, тоже быть. Это человек, который вот именно идет от вашего ангела-хранителя, от духа вашего рода. Вот именно вас должны столкнуть, чтобы вы друг друга дополнили и сделали друг друга счастливыми людьми, да, вот скрасили жизнь друг друга. Вот такой момент происходит. Еще раз говорю, у кого-то это будет именно любовная история, да, love story, а у кого-то это будет именно дружба. Дружба такая, знаете, очень крепкая и стабильная. Вообще в целом здесь идет корзиночка такая, да, корзиночка очень ресурсная и наполненная, но если вы заметили, она идет с двигом вправо, сдвигом в вашу сторону. То есть здесь рулите процессом вы. Здесь вы главный человек в своей жизни, главный управленец, причем очень талантливый управленец, который сам себя, грубо говоря, да, делает своими собственными поступками, делами, своими руками. То есть вам высшие силы и судьба дают карт-бланш, говорят, вот что хочешь, то и твори. Свободно, свободно, давай. Что нравится. И вы закатываете рукава и смелее в путь, в бой, и начинаете воять свою счастливую историю жизни, свою прекрасную новую жизнь, свою судьбу. Понимаете, судьба хорошая. Судьба, конечно же, она
знаете, как пришлось вам пострадать, и там вы немножечко покусанные, погрызенные и помятые. Да, вот в таком состоянии вы на сегодняшний день. Но жить так дальше вам нельзя. Вы ничего не делаете для того, чтобы жизнь свою поменять. Конечно, вы хотите, но страшно. Страшно, не уверена в себе. Ну, это, как, знаете, последствия вот долгих лет каких-то вот, не знаю, недооцененности, унижений, может быть, каких-то неприятных моментов. Теперь высшие силы просто дают вам волшебный пендаль, извините за слово, но так оно и есть, и вы входите именно в ту фазу, которая позволит вам себя сделать счастливым, любимым и самым радостным человеком в этой жизни. Вот это замечательно, вот это мне очень нравится. Я всегда за такие моменты. Да, иногда они бывают болезненные, да, иногда нужно пострадать, но зато будущее ваше просто будет прекрасным. Вот такое гадание у меня вышло. Спасибо всем за внимание. На этом у меня все. Всем пока-пока.